12 сентября состоится финал уже знаменитого конно-спортивного турнира «Терра Башкирия». Мы к этому относимся с особым пиететом. Во-первых, потому что показываем чудесное спортивное событие. Во-вторых, потому что в России подобных событий не так много, а, возможно, то, что делают в республике в единственном вот таком роде. В общем, поговорим об этом событии с нашими гостями. Во-первых, сегодня в гостях Галим Якупов, руководитель исполкома Всемирного Курултая Башкир. Галим Нигареевич, доброе утро. Доброе утро. Вот скажем, что рада вас видеть, и не соврем. Да, Галим Нигареевич сегодня в компании с Русланом Насыровым, заместителем директора Центра компетенции Республики Башкортостан по коневодству и конному спорту «Акбузат». Руслан, доброе утро. Доброе утро. Рады видеть. Слушай, надо как-то сократить у вас должность. Как скороговорку произносим. И Дамиру большой привет. Так, начнем с того, что подведем к самому главному, финал. Что он из себя представляет, Руслан? Но если говорить непосредственно про Терра Башкирия, то, конечно, финал он был бы непригоден для того, чтобы назвать его шоу. По факту это отобранные 12 самых лучших жокеев-любителей этого сезона, которые в 2 скачках выявят лучшего из лучших. То есть сам финал Терры Башкирия, по факту, если бы не было там дополнений каких-то для него, это 2 скачки на башкирских лошадях, которые выявят самого лучшего и подготовленного жокея-любителя с республики в этом сезоне. Вот. Но так как мы понимаем, что нужно сделать шоу, нужно понравиться по телевизорам тем, кто вообще не знает и не имеет представления про лошадей, то, конечно же, программа будет разноображена выступлениями, стартами от профессионалов, стартами от детей, которые на конях нам покажут то, что они уже умеют в своем малом возрасте. Скачки на пони или заезды? Будут заезды, скачки, и очень надеюсь, что еще и конкур на поняшках мы сможем показать, и это такой момент, который им можно спекулировать, потому что даже самые суровые... Спекулировать нельзя. Но, тем не менее, мы понимаем, что это некая спекуляция на эмоциях. Это самая милая картинка, конечно. Потому что самые даже суровые зрители начинают улыбаться, видя, как вот эти... Что совсем маленькие. От 5 лет. Ой, ты господи. Но, понимаете, когда они там в шлеме, в какой-то там спортивной одежде, и это выглядит, конечно, очень мило. Здорово. Чтобы совсем шоу-то было, нужно в доспехах было надеть, Руслан. Мы подумаем. Это следующий сезон. Подумаем. На следующий сезон обязательно подумаем про доспехи. Но всего 12 команд будет в финале. Не команд, участников. 12 участников, да. Это представители самых разных районов Республики Башкортостан? Все верно. Не получилось у нас с одного района 2 человека не прошли в финал, поэтому у нас 12, и они прям действительно крутые. Зато среди этих 12 есть 2 девушки. Почему зато? Просто есть 2 девушки. Нет, это же здорово, мне кажется. Я не говорю, что это плохо, Альбин Фаридовна. Это еще один элемент шоу, я вам скажу. Тут мы обращаем внимание на то, что башкирская порода лошадей, Галим Нигареевич, и вы, как представитель Всемирного Курултая Башкир, как руководитель исполкома, наверняка особенно радеете за то, чтобы это были именно наши лошади. Какая работа ведется в направлении поддержки породы, людей, которые разводят эту породу? Смотрите, башкирская порода, она сама по себе уникальная, поскольку она была выведена народной селекцией. То есть ее специально никто не селекционировал. Она вышла из глубин народа, скажем так, много веков она селекционировалась. И вообще она дикая. Она несколько дикая, да, конечно, но она уникальна в чем? В том, что она может, к примеру, из-под снега 80 сантиметров добывать себе пропитание, да, то есть кобыла рожает прямо в снег в марте, и жеребенок тут же встает и уже... И готов на ипподром Акбузат? Нет, еще не готов, конечно, но уже самостоятельно передвигается и достаточно сильный и крепкий. Уникальность еще в чем? В том, что порода мясная, и, соответственно, для фермеров, сейчас особенно, наверное, для фермеров это было бы очень интересно, поскольку не требует больших затрат для разведения. А турнир, он придает всему этому процессу популяризацию. То есть мы популяризируем башкирскую породу лошади с тем, чтобы ее племенное ядро не распылялось. Ее перестали, не секрет же, что, собственно, ее скрещивают с чем попало, с тяжеловозами, еще с кем-то, да, то есть, и, соответственно, само племя-ядро, оно размывается, его становится все меньше и меньше. Если, у нас же в турнире участвует 54 района, если каждый из районов
возьмет себе 50 голов или там, ну, до 50 голов чистопородной башкирской лошади, с тем, чтобы они участвовали в турнире, соответственно, мы таким образом сможем сохранить башкирскую породу лошади. Какой хитрый ход. А сколько турниров Терра Башкирия должно пройти, чтобы мы поняли, что есть результаты? Что рост А популяции. в следующем году в турнире Терра Башкирии больше не будут принимать лошади так называемые местные улучшенные породы. А, есть еще такая категория. Это Как раз таки скрещенные, Это вот скрещенные всякие, скажем, как правильно конники называют этот процесс-то? Ну, кровленные лошади, Кровленные либо беспородные лошади, да. лошади, которые, в принципе, Вот. не И, собственно, в идентифицируются. следующем году будет очень жесткий отбор. Только и, наши, только башкирская и порода. районы смогут только наши, только башкирской породы привозить лошадей для выступления на ипподроме, на нашем уфимском ипподроме Акбузат. И специалисты будут отсматривать, да, Разумеется, чтобы это была конечно, именно да. как раз таки Плюс ко всему башкирская будут порода. новые там, скажем так, критерии для жокеев. Их будут взвешивать. То есть Ух ты. уже, собственно, будет отбор и в этом отношении. Возрастные, гендерные. Ну, нет, гендерных не будет, конечно. Возрастные тоже, это вряд ли. Но все-таки вы же понимаете, да, то, что садится дядька, например, да, там, ему 100 килограмм веса, да, и И девочка 15-летняя, Да. и кто быстрее придет к финишу. Конечно, Это конечно. логично, что дядька. Останется в конце. Да. Немного времени остается. Здесь два важных момента. На финале победителю вручат 1 000 000 рублей. 1 000 000 рублей. Да. Это первый момент очень важный. Да, это приз главы республики Ради Фаридовича. Вот. Это то, за что борются, собственно, участники. Второй момент – тотализатор. Он Да, все верно. возвращается так или иначе. Готовы мы об этом уже сказать, наверное, публично. Мы очень хотели в прошлом сезоне показать и дать возможность сделать ставки, но все понимаем, что в силу действующего федерального законодательства не можем мы прямым таким и непосредственным, как было раньше, способом Там, открыть на пункты Акбузате приема делать ставки ставок это мы не будет. открыть не можем. Нашли лазейку в законодательстве, законную, с соблюдением всех норм действующих. Будут интерактивный тотализатор запущен под действующую лицензию наших партнеров, то есть ставки будут через сайт, через специальное приложение. То есть, тем не менее, в тестовом режиме на башкирскую скачку, вот на нашу Терра Башкирия, и на скачку на приз главы республики, которая будет на чистокровных лошадях, вот на эти две дисциплины мы организовываем, и будет возможность сделать ставки. И сегодня сделаем анонсы, как правильно открыть кабинет, по каким ссылкам, как это работает, какие-то нюансы осветим в соцсетях. И я надеюсь, что популяризируем в том числе и через этот момент наше мероприятие. Понятно, что БСТ все это будет показывать, но много желающих попасть на турнир. Как на этот раз все будет? 25%, как на хоккее, может быть, вы наоборот всех пускаете только в масках и перчатках и так далее? Я хотел бы призвать, собственно, всех тех, кто выходцы из тех районов, Которые стали финалистами, да, только что показали которые всех стали финалистов. финалистами, чтобы они пришли, прежде всего они, потому что они должны поддержать своих жокеев. Если они будут поддерживать жокеев, жокеи покажут великолепные, хорошие результаты. Вот, собственно... И ставки сыграют. И ставки, конечно. И да. можно, пока есть время, у меня есть маленький подарок. Вчера вечером Галим Мелигалеевич попросил Подкова? на предфинальной нашей встрече. Я хочу вам подарить подкову как нашим партнерам по продвижению всех наших мероприятий на Акбузате. Спасибо большое. Вчера случайно узнал, что новую подкову дарить нельзя. Хотел пошутить, что это Держи подкова сам. от потенциального чемпиона, но вы, наверное, как искушенные знатоки башкирской лошади, знаете, что башкирская лошадь не куется практически никогда. Да. Никогда в жизни не куется башкирская Но Хорошо, лошадь. вам что на не принесли счастье и для копыта. успеха вашей программы и вашего телеканала вот дарим подкову. от Повесьте у Акбузата. себя в редакции над дверью, чтобы удача Чтобы всегда на кого-нибудь сопутствовала. свалилось. И от коронавируса тоже, говорят, защищает. Спасибо Уверен. огромное. Спасибо. Галим Якупов, руководитель исполкома Всемирного «Крутая Башкир», Руслан Насыров, замдиректора Центра компетенции Республики по коневодству и конному спорту Акбузат, были у нас в гостях. 12 сентября, начало 12 часов. традиционно. В 12 часов ждем всех на Акбузате или у экранов БСТ.